Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутске проходит 4-й международный библиографический конгресс, приуроченный к столетию Национальной библиотеки республики. Форум, причем, проходит под эгидой ЮНЕСКО. Одной из ключевых площадок конгресса станет секция «Краеведческая библиография». Наши гости в студии сегодня Надежда Балацкая, ведущий научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, кандидат педагогических наук. Надежда Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим вначале вот о чем, почему именно краеведческая библиография стала одной из ключевых тем Конгресса. А вот это как раз очень понятно. Краеведческая библиография – одно из самых крупных и самых значительных направлений библиографии вообще, российской библиографии в частности, и точно самая массовая, потому что краеведческой библиографией занимаются коллеги из всех регионов, прежде всего национальные, региональные библиотеки и, конечно, очень многие и публичные, и научные библиотеки. И, в общем, это, конечно, огромный масштаб, потому что каждый год выходит около 400 библиографических указателей краеведческих, обеспечивающих не только гуманитарные аспекты, но и экономика, и природа, и медицина, и различные такие направления исследований. Вот. Потом это, конечно, огромные базы данных. Это базы данных, которые ведут прежде всего региональные библиотеки и которые сейчас насчитывают даже в не самых крупных сотни тысяч библиографических записей. И каждый год эта масса ценнейшего материала прирастает примерно на 1 миллион библиографических записей по стране. Это целая огромная сеть, которая не просто существует в разных местах, а это такое направление, которое связано очень все друг с другом, и такое мощное цельное направление, которое складывается вот из таких региональных сегментов, дышит и живет по общим правилам этого сообщества. Ну и я сразу скажу, что это одно из самых сильных сообществ, профессиональных, самых дружных и самых заинтересованных. Ну и кроме того, понятно, почему наша площадка одна из ключевых, потому что сейчас, учитывая значение всего того, что касается локальной идентичности, отношения к своей истории, все это как раз имеет отношение к краеведческой библиографии. Краеведческая библиография обеспечивает, обслуживает не только науку, не только хозяйственные какие-то аспекты, но прежде всего, в общем, интерес людей к своей истории, к своим местам. Ну и, в общем, такое потребление этого продукта, в общем, объясняет. Ну вот, к слову, сегодня же очень многие говорят об утрате, о рисках утраты локальной памяти и уникальных источников. На ваш взгляд, библиотеки в этом вопросе, в этой проблеме, возможно, если она есть, какое место занимают? Центральное. Естественно. В недопущении утраты. В недопущении утраты. В недопущении утраты. Центральное и по-другому быть не может, потому что если иметь в виду, если сравнить различные институты памяти, которые как-то имеют к этому отношение. Архив, например. Архив. Значит, сколько у нас архивов? Ну, в общем, исчисляются они, даже если включать районные и прочие, это все-таки сотни. Ну, несколько сотен. Библиотек у нас в России, а у нас все публичные библиотеки занимаются краеведением и таким образом местной памятью, ну, порядка 40 тысяч. И библиотеки есть там, где про архивы вообще никто ничего не слышал. Про музеи никто ничего не слышал. И библиотеки, именно библиотеки, оказываются тем местом, тем институтом памяти, которое не просто рассказать может людям, передать какую-то память, а и собрать. Потому что для того, чтобы собрать эту память, сохранить эту память, то есть для того, чтобы люди что-то знали, чтобы знали местную историю, чтобы они как-то чувствовали свою связь с этой историей, чтобы она не была спущена сверху в виде каких-то культурных кодов, которые назначаются. Нужно эту память сначала сохранить. Нужно собрать, и это делают библиотеки, нужно собрать воспоминания людей, записать устную историю, сохранить фольклорные записи, сохранить этнографические материалы. Нужно сохранить архивы. Нужно создать музеи, чтобы людям было куда принести те предметы, с которыми у них связана вот эта самая память. И это делают по России как раз библиотеки. И я должна тут сказать с большой радостью, что якутские библиотеки, вот ваши небольшие публичные библиотеки, они в числе самых сильных.
То есть, когда библиотека маленькая, небольшой филиал, в котором работает один сотрудник, создает огромный музей из 10 отделов, очень профессионально сделанный, а потом поднимает все население своей территории и создает музей под открытым небом, реставрируя все вместе старые здания, заброшенные, создавая там музеи, это дорогого стоит. Нигде так, как в Якутии, не работают с детьми. И детские библиотеки, Да. вы имеете в виду? Нет, даже любые библиотеки, да. Так не работают с детьми, когда дети участвуют в экспедициях краеведческих и исследовательских, когда дети как раз участвуют в создании ресурсов краеведческих. Вот это как раз сохранение локальной памяти просто на высшем уровне. Мы публикуем статьи об опыте краеведческой работы в Якутии. Мы рассказываем об этом всей стране. И, в общем, я так смотрю, что этот вот поток нового опыта интересного и такого настоящего, он не иссякает просто. Надежда Михайловна, вы сказали, что библиотеки – это единый организм, который Да. живет, дышит и развивается. Я правильно понимаю, что организм связан на всю страну. Да. То есть где-то, сидя в Москве, мы можем видеть самые редкие библиотечные фонды, условно говоря, Владивостока. Это абсолютно точно так. Это абсолютно точно так. То есть библиотеки сейчас очень много делают, если иметь в виду доступность ресурсов, очень много делают для того, чтобы не просто собирать, а продвигать. И в этом смысле краеведческая библиография и то, что делают библиотеки, она просто впереди всех остальных. Мы самые активные. Нам больше всех нужно. И поэтому библиотеки находят, используют самые современные формы. Электронные краеведческие библиотеки и коллекции на сайтах, причем не только крупных библиотек, но и вот большой части уже публичных. Очень интересные краеведческие продукты, опять-таки на сайтах, получающие очень большой пользовательский интерес. Огромная работа просто. И вот таким образом, да, мы перекликаемся по всей стране и откуда угодно. То есть мы с легкостью находим материалы из Питера, а Приморье какие-то материалы, не знаю, отовсюду Из все. Калининграда до Камчатки. Отовсюду все. И Что тут еще, называется. конечно, дело в том, что мы очень дружные. Это не может не радовать. Я думаю, в таком деле, тем более в очень уютном, дружба самой, разумеется, Да. априори появляется. Надежда Михайловна, стало интересно буквально на ходу. А есть ли практики, когда библиографы, библиотекари помогали в тех или иных краеведческих открытиях? Да, разумеется. Я должна Что-нибудь сказать... яркое, например, одно. Нет, их просто очень Я много. понимаю, да, что их, возможно, очень много. Краеведческие открытия. Очень много случаев, когда библиотека раскапывает биографии удивительных людей, забытых, и потом оказывается, скажем, человек проявился как-то в чужом регионе, и вдруг оказывается по ниточкам находится, что он оказался очень важной персоной и в другом, и когда ты понимаешь, что это один и тот же человек. Ух ты. Находится очень много редких документов. Нет, это даже не пересказать, это просто огромное... Одного там выделить невозможно, понимаю. Да. Давайте тогда вернемся к нашему с вами конгрессу, который проходит в эти дни. Какие вот, допустим, практические решения, отрадно отметить, что он международный, какие практические решения с коллегами можно выработать? У нас огромные надежды вот на то, что на события вот этого конгресса и нашей секции, потому что есть, вот я как-то рассказывала о достижениях, а есть огромные проблемы, большие, потому что они порождаются чудовищными перегрузками. Когда библиотека создает такое количество записей на потоке, который она не может остановить, и он все увеличивается, поток документов, когда она делает столько работы, она работает все время с перегрузками. И у нас сейчас мы стараемся найти возможности как-то снять часть этой нагрузки, чтобы можно было оглянуться, поправить, восполнить какие-то пробелы, что-то перестроить. И вот сейчас, поэтому у нас очень большие надежды связаны с теми открытиями, которые сделала ваша Национальная библиотека Якутии, которая очень успешно осваивает технологии искусственного интеллекта, и в частности она научилась использовать искусственный интеллект не просто в каких-то конкретных там задачах, обучения. а в том, чтобы вот эту огромную тяжелую работу по обработке документов, по созданию тех самых миллионов записей, которые существуют, чтобы ее сделать гораздо экономичнее. У нас появляется возможность выдохнуть, появляется возможность перераспределить силы, и тогда вот эти силы
пойдут, на что мы очень надеемся, на совершенствование тех ресурсов, которые сейчас есть и которые всем необходимы. Это первое. Второе. Сейчас уникальные совершенно возможности появились с развитием полнотекстового поиска. Он был всегда, но сейчас он позволяет на краеведческих материалах на другой глубине совсем проводить исследования, создавать какие-то ценные ресурсы вообще на другой глубине. Библиографы с классическими технологиями на самом деле до такой глубины пока не могли добираться. Ну вот у нас целый ряд технологических процессов. Ну вот мы сейчас ищем возможности, связанные с веб-архивированием. Я забыла сказать, что мы первые прорвались в такие задачи, которые никто больше в стране сейчас еще не решает. Веб-архивирование, библиографирование сетевого контента, причем не случайное, а плановое, такое планомерное, сбор этих материалов. Так вот, там тоже есть уже технологии, которые позволяют это делать сейчас в промышленных масштабах. Надежда Михайловна, сколько мы сейчас с вами говорим про развитие искусственного интеллекта, внедрение его в жизнь библиотеки, хочу с вами немножко заглянуть в будущее. Вот смотрите, вначале было, как говорится, слово, вначале была просто библиотека. На ее базе уже развился интернет, потом началась цифровизация, эти вещи начали быть, ну, на мой взгляд, полярными. Зачем мне идти в библиотеку, если есть интернет? Сейчас опять как бы этот весь процесс схлопывается, библиотека и интернет теперь, цифровизация, это как будто бы в одну целую какая-то конвергенция происходит. В будущее на 10-15 лет можем заглянуть, что ждет библиотеки, вот, наверное, дело? Да, извините, я, наверное, вас удивлю. Будущее не... Да, конечно, искусственный интеллект, цифровизация, все это. Библиографы, поскольку библиографы работают в этом, поскольку не смотрят со стороны, а живут в этом каждый день, у нас совершенно четкое представление о том, что это в любом случае инструмент. Инструмент – руки, когда голова понимает, зачем это нужно, когда мы умеем анализировать то, что делается с помощью искусственного интеллекта, направлять, фильтровать вот это все. И поэтому ключевая роль, самое важное, что в этом деле есть, и, надеюсь, будет, это сохранение классических подходов. Библиография – странная вещь. Библиография существует просто очень-очень давно, и для нее в каком-то смысле нет ничего нового. Вот через любые новшества просвечивает, проступает вот эта библиографическая логика, библиографический способ обдумывания и освоения действительности. Ничего не меняется с времен клинописных табличек в этом смысле. Да, до Гутенберга. Ничего не меняется. Библиотека переваривает каждую информационную среду. И если у нее сохраняется ее живой мозг, вот эта память об общей логике, да, все хорошо. Вот смотрите, библиография сначала начиналась с печатных изданий практически, ну, такая активная. Потом немножко вернулись назад, и оказалось, что библиотека может освоить и те документы, которые не стали еще изданием. Вот это вот работа с неопубликованными документами, которые библиотека учится тоже обрабатывать, сохранять. А потом оказалось, что еще шаг назад, и устная информация тоже оказывается делом библиотеки и библиографии. А теперь еще одна среда была не освоена, сетевая. Вот теперь уже и туда. И при всем при этом библиотека, поскольку она сохраняет, библиография сохраняет память, она может это все интегрировать. У нее все время в голове есть представление о том, как это связано. И она не боится нового, потому что есть тот же вот самый классический подход. Поэтому на будущее я очень надеюсь, что через 10, через 15 лет, и не знаю, когда меня уже не будет давно, да, библиография будет мозгом и будет вот этой вот сохранять этот подход, который обеспечивает успех всему тому, что мы делаем. Ну что ж, очень глубокие слова, Надежда Михайловна. Хочется, чтобы, как говорится, так и было. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.